Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о массовой аварии на Мамадышском тракте. Ну почему вы без нашего разрешения фотографируете? Но мы имеем право. Пошлите вы По вине пьяного водителя пострадали 5 человек. Запутался в водорослях. В городском озере Зеленодольска утонул 14-летний подросток. И подробности пожара в квартире дома на улице Челюскина. Я быстренько выключил, обесточил квартиру, забрал документы и выскочил вниз. На 8-м этаже вспыхнул балкон. Об этом и не только. Прямо сейчас. 14-летний подросток утонул сегодня днем в парковом озере в Зеленодольске. Во время купания мальчик запутался в водорослях и ушел под воду. Его товарищ бросился на помощь, но ничем помочь не смог. Тело ребенка обнаружили водолазы. По данному факту назначена прокурорская проверка. Водоем не оборудован для купания. За последние 5 лет в этом месте утонули 3 человека. Утонул, спасая девушку. Трагедия развернулась прошлым вечером на реке Кама. 2 пары решили отдохнуть и искупаться в необорудованном для этого месте у старого причала. Когда одна из девушек начала тонуть, 2 мужчин нырнули в воду в надежде ее спасти. Один из них выбрался с ней на берег, а вот второй так и не выплыл. Тело нижнекамца нашли только сегодня утром. Подробности расскажет Юлия Гоголева. Трагедия произошла еще вечером. Рискуя жизнью, 32-летний мужчина вместе с приятелем бросился в воду спасать тонущую девушку, но в итоге утонул сам. Компания, получается, друзья отдыхали на берегу, решили покупаться. Я так понимаю, то, что, получается, несколько человек зашли в воду. Со слов очевидцев, якобы одна девушка оступилась, глубже зашла в воду. Он поплыл к ней, нырнул. В итоге девушка самостоятельно выбралась на берег. Парень, который нырнул, не вынырнул. Искали мужчину до позднего вечера, но безрезультатно. Поиски осложнял еще один фактор. Под водой лежат бетонные плиты с торчащими кусками арматуры. Купаться в этом месте запрещено, о чем предупреждают установленные аншлаги. Зачем молодые люди пошли на такой риск? Вопрос открытый. Инспекторы ГИМС напоминают, что купание в любом необорудованном месте может стоить жизни. Необорудованное место купания, во-первых, чем опасно? Прежде всего тем, что дно там не обследовано. Никто не знает, что находится на дне водоема. Или там могут быть какие-то родники, то есть холодная вода. В итоге тело 32-летнего мужчины обнаружили водолазы сегодня ранним утром в 5 метрах от берега. Всю картину произошедшего предстоит установить полицейским. Юлия Гоголева, Александр Халин, Евгений Лызаев. Вызов 112. 5 человек, в числе которых 2 ребенка, пострадали в массовой аварии на Мамадышском тракте. Ее спровоцировал пьяный водитель автомобиля Nissan Qashqai, который, как установили автоинспекторы, выехал на перекресток с улицы Интернациональная на красный сигнал светофора. Что он сказал в свое оправдание и какие травмы получили пострадавшие, знает Айрат Назипов. Девочки где-то 2, мальчику 4. И ваш брат, вот, получается, пострадал, да? И жена его. На момент аварии в салоне Hyundai Solaris находились 4 человека. Все попали в больницу. 31-летний водитель и 2 ребенка в возрасте 2 и 4 лет получили сотрясение головного мозга. У 27-летней пассажирки врачи диагностировали закрытый перелом тела грудины. Пострадал и 44-летний пассажир автомобиля Nissan. У него обнаружили растяжение шейного отдела позвоночника. Перед госпитализацией водитель Hyundai успел позвонить своему брату и сообщить, что их машину протаранил Nissan. Вот та машина шла с Константиновки отсюда сюда. Вот Qashqai, который, да, он ехал сюда? Да, сюда. Ага. Ну, рванул на красный линию. А эти машины откуда? А эти шли с Казани сюда. Вот удар получился как. Сами можете посудить, что отсюда и сюда. По данным госавтоинспекции, 44-летний водитель Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris. Корейскую легковушку отбросил на Opel и Toyota. Оказалось, что предполагаемый виновник ДТП управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позже на место аварии приехала группа поддержки нетрезвого водителя, которая при виде камер начала вести себя агрессивно. Ну почему вы без нашего разрешения фотографируете? Но мы имеем право. Пошлите вы Водитель Nissan в своих ответах был предельно лаконичен. Девушка, мне стыдно, я жалею об этом. Объяснять, почему сел пьяным за руль и куда так спешил, мужчина не стал. Степень его вины определится после того, как всем пострадавшим врачи поставят точный диагноз. Как минимум, ему грозит крупный денежный штраф и лишение водительских прав на ближайшие годы. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Константин Буршуев, Вызов 112.
Вновь взялся за старое. Водителя «Мазды» с признаками алкогольного опьянения остановили сотрудники ГИБДД на улице Кооперативной в лесном массиве в поселке Большие Дербышки. Заподозрив, что мужчина нетрезв, ему предложили пройти медосвидетельствование в больнице. Ранее он уже был лишен водительских прав за это же нарушение. Если подозрения подтвердятся, водителю иномарки может грозить уголовная ответственность. Крупная авария с участием 3 машин произошла сегодня днем на перекрестке улиц Губкина и Арбузова. По первоначальным данным, водитель Део Некси не посмотрел на светофор и, выехав на красный сигнал, получил сразу 2 удара в правый бок. Последствия столкновения в репортаже Рамиля Шайдулина. Авария из 3 машин сильно затруднила движение на этом перекрестке. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель Део Некси, который ехал по улице Губкина. Молодой человек признал вину и рассказал, из-за чего все произошло. Заметил, как красный загорелся. В итоге Нексию протаранили сразу 2 машины. От удара узбекскую иномарку развернуло. Водители Рено и Volkswagen, которые ехали с улицы Арбузова, слишком поздно заметили легковушку. 3 ряда успели, он как успел бы 3 ряда проскочить, а мы 2 ряда вот прям под него. Вы с крайнего отсюда доехали? Да, вот 2 ряда тоже. Госпитализация никому не потребовалась. Участники ДТП остались дожидаться на месте сотрудников ГИБДД. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Kia Rio и BMW столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Воровского и Ибрагимова. По рассказам очевидцев, водитель немецкой иномарки проехала на запрещающий сигнал светофора. Впрочем, вину в произошедшем она не признавала. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения и не могли двигаться своим ходом. Пострадавших нет. Toyota и Део Некси столкнулись поздним вечером на перекрестке улиц Гагарина и Декабристов. После удара узбекскую иномарку отбросило на металлические ограждения. Как все произошло и кто понесет ответственность, узнала Алсу Ахмедзянова. Водитель «Тойоты» отметил, ехал по улице Декабристов в прямом направлении. Уже на перекрестке с улицы Гагарина прямо перед ним начал разворот водитель Део Некси. Избежать удара, говорит, уже не было никакой возможности. На разворот пошел, я посередине. Хотели убежать от сталкивания на автобусную линию. Он взял тоже автобусную линию. Не знаю почему. Первый ряд оставил, второй оставил. Вот так бордюр, потом его развернул. Оба водителя остались дожидаться автоинспекторов. В столкновении никто не пострадал. Алсу Ахмедзянова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Балкон на 8-м этаже загорелся сегодня утром в 28-м доме по улице Челюскина. Прибывшие на место пожарные не застали никого из хозяев в квартире. По предварительным данным, на балконе загорелись вещи. Была угроза распространения огня на соседние комнаты. Айрат Назипов был на месте происшествия и поговорил с соседями. Почуяв запах едкого дыма, жители многоэтажки по улице Челюскина вызвали пожарных. В 9 часу утра на 8-м этаже в одной из квартир загорелся балкон. На тот момент хозяев дома не было. Соседи поспешили выйти на улицу. Никто не обзвонил, никто. Я быстренько понял, что пожар, и вижу, смотрят на меня. Я быстренько выключил, обесточил квартиру, забрал документы и выскочил вниз. Прикрыл дверь просто, не закрывая квартиру. Но не было ни сигнала. Эвакуации не было? Эвакуации не было, никто не позвонил ни в одну квартиру. Я сам работаю инженером по охране труда, я знаю, что это такое. Пожарные справились с огнем за 16 минут с момента вызова. Пострадавших и погибших нет. Однако один из жильцов все же обратился за помощью к медикам. Хорошо, что скорая, мне плохо стало, мне кислород дали, и стало немножко легче. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причина возгорания пока не установлена. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Жизни 6-летней девочки спасли автоинспекторы в Татарстане. На 31-м километре автодороги Казань-Оренбург старшему лейтенанту полиции Дамиру Фаттахову и его коллеге Азату Гарипову обратился водитель автомобиля «Форд». Он пояснил, что его маленькая дочь задыхается и теряет сознание. Сообщив об этом в дежурную часть, сотрудники госавтоинспекции за несколько минут доставили ребенка в ДРКБ. Благодаря их оперативности девочка была спасена. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.